из этих законопроектов, в том числе апартаментов, апартотелей. Сейчас в последнее время и наши граждане, и журналисты, и политики все активно следят за событиями, которые происходят в стране. Формируются информационные площадки, они имеют определенную политическую платформу, платформа провластных СМИ, платформа оппозиционных настроенных СМИ или площадок. И вот в связи с тем, что в нашем обществе есть люди опытные, политики, у них есть желание выступать, комментировать, оценивать ситуацию, реагировать на те или иные события. Но при этом существуют определенные нюансы, связанные равноудаленностью от тех или иных политизированных площадок. И вот здесь мы попытаемся, по крайней мере, заявить такую позицию. Союз журналистов Абхазии, выступая как общественная организация, представляющая интересы всех журналистов, и в организации, где состоят абсолютно люди, журналисты с разными политическими взглядами. И вот мы попытаемся взять на себя такую функцию, приглашать на нашу площадку политиков разными точками зрения, нейтральными, оппозиционными, провластными. Попытаемся организовать такую дискуссионную такую площадку в рамках Союза журналистов Абхазии, особенно сейчас, когда мы находимся накануне больших политических событий, президентских выборов. Я думаю, что это будет полезно и для нас. А если это полезно для нас, журналистов, естественно, это будет полезно для наших телезрителей. И вот наша первая встреча, даже представлять нет необходимости. Люди, которые возглавляли в разное время парламент Республики Абхазия, депутаты первого золотого созыва парламента Республики Абхазия, Валерий Емельевич Кварча, Валерий Рамшухович Бганба, в свое время Валерий Емельевич возглавлял шестой созыв парламента Республики Абхазия, Валерий Рамшухович пятый созыв парламента. Ну и нельзя не сказать, что Валерий Рамшухович у нас дважды был таким кризисным менеджером во время наших политических кризисов, дважды исполнял обязанности президента Республики Абхазия. И поэтому ваша точка зрения на ситуацию в стране и особенно на те инициативы исполнительной власти, законодательные инициативы, будет интересно всем нам. Мы где-то полгода назад в обществе активно обсуждали некоторые из этих законопроектов, в том числе апартаментов, апартотелей. Сейчас этот конкретный законопроект получил какую-то новую преамбулу, шапку в новой редакции. Нам так кажется, потому что мы еще его и не видели, но по обсуждениям, по официальным сообщениям пресс-службы президента на совещании в Ачимчирах 11 июля и вчера в администрации президента существует некий проект об социально-экономическом развитии восточных районов, где предусматривается вот этот законопроект об апартаментах, об апартотеле, который может решить многие наши экономические проблемы в восточном районе. Наши эксперты, наши гости скажут свое мнение по этим важным политическим проектам, а потом они ответят на ваши вопросы. Данная проблема, на мой взгляд, для меня, во всяком случае, прежде всего связана с демографическими проблемами. Что даст реализация такого плана или такого закона в экономическом развитии самого Восточного фронта и вообще для народа, что это будет означать. Я прежде всего хотел бы немножко небольшую справку. Я хочу познакомить вас с некоторыми показателями истории, характера развития демографической
этнографических процессов в Абхазии с конца XIX века. По переписи 1989 года всего в Абхазии проживало около 525 тысяч граждан разной национальности. Но тогда, до лыхных событий или после лыхных событий, Абхазия практически была мононациональной страной, и абхазы составляли 98% населения Абхазии. Уже с известными событиями, переселением, вынужденным переселением абхазов в другие страны, в Турцию, другие страны Ближнего Востока, ситуация быстро начинает меняться. Абхазия превращается в многонациональную республику, и уже в 1989 году в Абхазии проживало уже, как я сказал, 525 тысяч, и абхазы составляли всего 17, затем 18%. К концу 70-х годов того же 20 века плотность населения Абхазии уже по плотности населения Абхазия занимала одно из первых мест в бывшем Советском Союзе, среди регионов бывшего Советского Союза. Вот. В частности, здесь на 1 квадратный километр проживало 200 человек, а в Приморской зоне 500, куда направлялись миграционные потоки. Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Павел Гелашвили на собрании актива Абхазского обкома КП Грузии 16 марта 1977 года отмечал, что в Абхазии проживает 10-я часть населения Грузинской ССР, а число жителей на 1 квадратном километре в 5 раз превышает аналогичные среднесоюзные показатели. Это создавало, по его словам, серьезные затруднения в деле рационального использования трудовых ресурсов Абхазии. Тем не менее, за год до этого, в 1976 году, правительство Грузии утвердило проект Грузгипросельстроя, согласно которому уже в 1980 году в Абхазии должны были быть переселены 60 тысяч граждан из Грузии. В 1990 году 160 тысяч. И к 2000 году эта цифра должна была составить около 250 тысяч. Вы представляете? Это при том, что уже она была перенаселена, все такое. Через некоторое время, это уже в 1977 году, это вызвало большую бурю негодования среди нашего населения. Об этом подчеркнуто говорилось в письме абхазской интеллигенции 1977 года, известном в народе как письмо 130. Вот. И в конечном итоге тогда народ смог остановить этот процесс нового заселения Абхазии. Ну, сейчас Абхазия независимое государство, значит, коренное население занимает по количеству больше, чем все остальные. И вот как будто все нормально. Нет, эта ситуация кому-то не дает покоя. Вот и президент, например, заявляет, что как тогда, то есть, значит, в Абхазии проживало на 1 квадратном километре 200 человек, а население всего составляло 540 человек. И он говорит, что мы же не толкались, места всем хватало. Интересно, кто уважаемый Аслан Георгиевич это сказал. В Абхазии в наше время не только толкались, но бились лбами. И, наконец, с целью уничтожения абхазов, Грузия в 1992 году пошла на Абхазию войной. Государство, образующее этнос, окажется в заметном меньшинстве, ведь мы это уже проходили. Теперь у нас
становится актуальным приобретение иностранцами недвижимости в Абхазии и строительство апартаментов. Дальше, похоже, мы будем делиться своим суверенитетом. Сегодня договариваемся до того, что нашему развитию мешает наша Конституция, наши законы, возможно, для кого-то и наша независимость. Современная территория Абхазии принадлежит не только населению, которое сегодня здесь проживает, и будущему нашему поколению этого народа, но той части абхазского этноса, которая в силу известных причин с конца XIX века находится на чужбине. К их принятию мы всегда должны быть готовы. Как известно, площадь Абхазии составляет около 8700 квадратных километров. Расстояние по берегу, длина Абхазии составляет 210 километров всего. От Псо до Сухуми, не только до Сухуми, но и до Кадоры, все Черноморское побережье практически уже занято населением. Люди живут на берегу моря, и в том числе заняты и олигархами, российскими олигархами. Это известный факт. Но менее заселена Чимчильская, Творчильская и Гальская береговая линия. Вот. Как известно, эти регионы считались всегда сельскохозяйственным, важным сельскохозяйственным районами, и всегда упор делалось при составлении планов с учетом их возможностей. Вот. Теперь решили уравнять эти районы с другими путем построения апартаментов, апартаментизации, если можно так сказать. Вот. И это все не может не беспокоить наших граждан. Каждая, вот и то, что мною перечисленные инициативы, они вызывают опасения у населения. Потому что если нашей интеллигенции, наши же не верят, то можно обратиться к мнению главы великого государства Путина, который публично заявил, что апартаменты не приносят ничего полезного для страны. Вот. А мы не на уровне государства, мы, видимо, заключаем какие-то соглашения с олигархами, дельными и так далее, и почему-то торопимся с тем, чтобы организовать в таком широком плане строительство апартаментов. Я лично убежден в том, что это приведет к большим проблемам, равным тем, перед которым мы стояли перед войной. Притом в недалеком прошлом. Это наша Черноморская береговая линия будет огорожена, практически огорожена. Она будет где-то отчуждена от коренного населения и, во-первых, и не принесет больших каких-то прибылей для страны. Боюсь, что здесь есть какие-то частные интересы. Мы, будучи спикером, нам предлагали различные схемы, которые практически, под которыми предлагалась продажа земли. Мы как-то от них избавлялись и с большим трудом, прямо скажем. Сейчас новая волна, я не знаю, очень было бы хорошо, чтобы мы друг друга слышали, потому что это не просто прихоть, моя прихоть, или прихоть там оппозиции или нашей интеллигенции. Это судьба нашего народа, нашей страны. В конце, что вы сказали, Валерий Ильич, что такие вопросы и раньше стояли. Ну, даже если не ошибаюсь,
4-м или 3-м созыве парламента стоял вопрос о продаже первичного жилья. Это практически то же самое, что сегодня речь идет о строительстве нового жилья. И тогда даже не было какого-то широкого обсуждения внутри парламента, это все вопросы были сняты. Ну, о политических последствиях Валерий Ильич, я думаю, достаточно сказал. Любая общность людей, когда их становится много, они начинают требовать политические права. Хотим мы этого, не хотим мы этого, но когда будет общность людей достаточно многочисленна, она будет требовать политические права. С учетом того, что подписано, насколько я знаю, соглашение о двойном гражданстве, получить эти политические права большого труда уже не составит. Это то, что касается политических вопросов. Я больше хотел бы все-таки акцентировать ваше внимание на экономические вопросы, потому что нам преподносят, что это панацея от всех проблем наших, что развитие апартаментов приведет к развитию, экономическому развитию всех наших регионов. Но сейчас речь идет конкретно о Абжевском регионе. Ну, если исходить из простых законов экономики, тот, кто строит апартаменты, платит только подоходный налог от работы рабочих, если это будет хозспособом, если подрядным способом, но подрядчик будет платить еще небольшую сумму НДС. И это разовые платежи. Инвестиция – это та, которую вкладываешь в объект, строишь объект, и этот объект приносит каждый год какие-то доходы в бюджет. Речь идет только о подоходном налоге с физических лиц, которые как строители там работают, и если будет подрядная организация, ну, какие-то налоги НДС и с прибыли, это все можно подсчитать, и я вас уверяю, если бы там действительно были бы хорошие доходы, уже давно мы об этом знали, и цифры были, и все были. Даже сейчас мы можем с вами простой арифметикой заняться и посчитать. От одного дома, допустим, 100 квартир, но это будет не больше 10-11 миллионов рублей. Не больше 10-11 миллионов рублей, это в лучшем случае, когда мы будем платить все налоги как положено. Это вот простые как бы доходы, но сегодня наши рыбоводческие предприятия, по-моему, больше дают в той же Чемчирском районе, чем любое строительство вот такое. Давайте поговорим о наших издержках. Это то, что, как бы, вот, что даст строительство этого дома. О наших издержках. Большое количество наших земель уходит с экономического оборота. Это не только земельный налог. Я прошу, чтобы вы меня поняли. Это не только земельные налоги, это возможность на этих участках земли получать доходы с тех предприятий, которые действительно являются производителями каких-то товаров и получать ежегодные какие-то доходы. То есть с оборота у нас уходит земля. Второй вопрос, и не менее важный, это то, что нам всем, по-моему, очень близко, больше воспринимается, чем, допустим, потеря от ухода с оборота земель, это электроэнергия. У нас и так сегодня огромный дефицит электроэнергии, огромный. Мы не знаем, как подключать новые предприятия, потому что все они требуют энергии. У нас один вид энергии только, это электроэнергия. Она у нас и в быту, она у нас и в производстве. Ну, представьте себе вот наши дома, один дом. Обычно 16-этажный – это 75 квартир. В каждой квартире включите по одному кондиционеру летом. 2 киловатта, да, кондиционер грубо. 150 киловатт. Только один дом, только на кондиционере. Я не говорю, что зимой там печки включают, я не говорю, что воду там греют, там готовят пищу и так далее. То есть энергетика – это понятно, что такой проект энергетика наша не выдержит. Закуп электроэнергии. Но вы, наверное, лучше меня знаете, по каким ценам шел этот переток. И если этот закуп электроэнергии будет, это не только эти дома будут платить, это перейдет и к нам, нашим производствам, нашим людям, которым практически не способны будут. То, что повысили, не могут платить, а если еще будет серьезное повышение, цены достигнут тех цен, которые у наших соседей, вряд ли и производство наше выдержит, и вряд ли выдержат люди. Это энергетика. Кроме этого, я думаю, что вы все больше меня сейчас в курсе дела, я как-то уже несколько лет этим не занимался. Куда мы будем девать мусор? Вот кто-нибудь может ответить, куда мы сегодня деваем мусор? Мы же все это прекрасно знаем, что творилось в Сухуми с этим мусором, что в Гагах все горит, что там, что здесь, да любой. В Гудовутах закрыта мусорная свалка. Куда мы их денем? Где вода? Где канализация? Вот недавно показывали объект в Гудовутах. Куда шла канализация, мы все видели.
Ну, если мы таким образом будем строить эти дома, то мы погубим не только, я говорю о демографии, мы погубим и природу, и не получим взамен ничего. Это вот коротко то, что можно экономически. Я думаю, что у нас есть достаточно грамотные экономисты, которые могли бы, исходя из стоимости сегодня квадратного метра жилья и так далее, спокойненько подсчитать и показать, сколько каждый район или тот район, где будет строиться, получит. Это действительно мизерная плата. Поэтому я не знаю смысла этого строительства. Я понимаю, что там деньги, эти деньги будут зарабатывать те, кто строит, и, к сожалению, те, которые крутятся возле тех, кто строит. Все, государство от этого ничего не получит. Если к этому еще добавить существующий проект соглашения о защите инвестиций. Ну, это вообще тогда вообще ничего не будут платить, естественно. Посчитают это как инвестиции, хотя это опять говорю, это не инвестиции, это просто заработать деньги. Это значит, они вообще налоги не будут платить, мы ни копейки не получим. А через 8 лет, извините меня, там будет только управляющая организация, которая обслуживает эти квартиры. Ну, тот же наш ЖЭК или домоуправление в Сухуми. Какие они налоги платят? Наоборот, государство, к сожалению, им дотации все время выплачивает. Скажите, пожалуйста, вот вы спикеры 2 созывов. При принятии бюджета, при принятии минимального уровня оплаты труда, любых других вещей, заработной платы, пенсионные выплаты, на что по категориям, по районному принципу, где-то что-то у нас применяется? Нет. Пока, к счастью, нет. Ну, нет, вот это, нет. Те районы, которые не вытягивают эти деньги, их тоже просто датируют. Любого предприятия, она идет в республиканский бюджет. Естественно, если да. мы хотим с учетом определенной социальной политики, экономической политики направить часть бюджетных наших доходов в определенный район, то кто мешает? Ну, для этого надо заработать эти деньги, поэтому я говорю, не эти дома должны зарабатывать деньги, а объекты, которые будут производить товар или обслугу. Идея, вот такой региональный подход к законопроекту, это в истории абхазское законодательство имело место быть, и это может что-то реально так. Ну, я понимаю, что речь идет все-таки о районах, которые больше всего пострадали, но мы при этом забываем, что Гагра тоже вся была оккупирована, кроме села Бзып. Мы же по Гаграм не принимаем никаких-то отдельных законов. Ишера, да, да. Я думаю, что в принципе, вот такой региональный, да, они больше пострадали, да, может быть, с нашего бюджета надо больше туда выделять на то, чтобы там развивать. Согласен. Практически мы не помогаем, мы загружаем район. Да, мы больше вреда наносим этим. Это отразится на поставку электроэнергии, это отразится на все, на все. Я был в Краснодаре еще лет 5-6 тому назад. Ну, в центре города, я не знаю, сколько там квадратных километров он занимает, почти вот полсухуми занимает, апартаменты. Стоят, загороженные, готовы к заселению. Я думаю, что и до сих пор стоят. Они принадлежат московским олигархам, другим, и в центре Краснодара. Так везде, где это привлекательное, если место привлекательное, то там они строят. А у нас, да, и вот столько немножко им возможности зайти сюда, потом нас вообще не будут, нас спрашивать не будет. В Тамбушах открыли турбазу. Я обрадовался, честно я вам говорю. Я поздравил президента с открытием этим. Это одно дело. Это одно дело, турбаза, она как-то более-менее временная там и так далее. И вот кто там мешает в других местах открывать турбазы? Кто нам мешает строить гостиницы, допустим? Но не это будет стоять таким громоздким грузом по берегу моря, который будет закрывать, отделять нас от берега Черного моря и будет стоять веками. Хозяева хотят продадут, хотят отдадут, хотят, как его, я не знаю, разрушать. Мы не будем иметь к этому никакого отношения и влиять никак не можем. После того, как это практически скрытая форма продажи земли. Больше ничего.
Там, Я больше сказал бы территорию, потому что... да, и тем более как раз осталось вот 2 района, 3 района, надо с ними тоже разделаться. Я не знаю, это умышленно делается, или же или как-то, человек может ошибаться, и никто от этого не застрахован. Говорят, что мы, видите ли, можем покупать недвижимость в России, а они не могут здесь покупать. Надо немножко делать, правду говорить, да, недвижимость любую, ради бога, покупаете. Мы прекрасно знаем, что, в принципе, сегодня все побережье – это российские инвесторы, которые работают, и, это, как работает, это я сейчас скажу, то есть никто никому не запретил покупать недвижимость. Речь идет только о жилье. И понятно наши тревоги, наши опасения по поводу продажи жилья, по поводу того, что переселения людей. Мы это уже проходили на своей крови, к сожалению. Поэтому, конечно, мы опасаемся, и я, например, считаю, что это преступление против народа и против государства. Многие знают, что все эти объекты, которые куплены на побережье, они политика идет с одной точки. И мы уже видим в этом году плоды этой политики, которая идет с одной точки. Серьезное демпингование цен. За 300 рублей в сутки принимали с трехразовым питанием и так далее людей, чтобы обвалить цены. Поэтому июнь для всех остальных, так сказать, отелей, он был нулевой практически. Вот представьте себе, что наши ребята, которые имеют какие-то гостиницы, смогут работать себе в убыток. То есть тратить в день, допустим, 1000-2000 людей на обслуживание человека, а брать с него 300 рублей. Это могут себе позволить те, кто пришел сюда практически забрать побережье. Вот вы немного вскользь коснулись восточной части Абхазии, западной, да? Я бы хотела узнать ваше мнение, почему все-таки президент отказался от западной части Абхазии, и вообще насколько это нормально, что приниматься будет закон, который работает только на одной части Республики Абхазия? Как такое возможно? Вот ваше мнение, почему именно Восточная Абхазия? Просто от населения, от специалистов, от интеллигенции они получили, как сказать, осуждение этой затеи. Вот. Видимо, решили, если там не прошло, давайте в Восточной Абхазии, там много пустых мест, хотя немного. Вообще, значит, мы говорим, что 8700 квадратных километров. 2/3, большая часть Абхазии занимает горы и леса. Вот это узкая полоса, приморская часть. И в этом мы хотим развернуть вот эти мероприятия, строительство, продажи, практически продажи земли в береговой части Абхазии. Вот. И я думаю, что и население Абжузской Абхазии, Восточной Абхазии тоже отреагирует должным образом на вот эту попытку во что бы ни стало где-нибудь это развернуть строительство как его апартаментов. НИСВА на самом деле имеет в виду, насколько законно принимать законы для какой-то части территории Абхазии. То есть вопрос состоит в этом. То есть получается, что парламент принимает закон отдельно для восточной части Абхазии. Насколько это нормально? И это можно предусмотреть, скажем, в бюджете. Но закон, специально принимать закон, честно, в нашей практике этого не было. Ну, если честно говорить, была бы возможность, я сам вынес бы законопроект о развитии наших пострадавших больше всего в войне районов, но это должны быть действительно реальные вложения с реальной отдачей. А здесь я вижу просто тактическую хитрость всего-навсего. Ну, так можно назвать. Хитрость, она всегда и есть манипулированием людьми. Помогать даже самый близкий друг всю жизнь не будет. Надо идти на кредиты. Даже российское государство сегодня имеет долги, и не маленькие долги. Надо идти, брать кредиты, развивать свое государство. Ни одно государство своими только деньгами не построило экономику.
А надеяться только на инвестиции, ну чего инвестор придет мне помогать? Он придет деньги зарабатывать. Он придет на нас деньги зарабатывать. Да вы пройдите по побережью, посмотрите, кто работает. Просто кто работает, посмотрите. Сколько там нашего населения работает. Руководителя одного найдите этих объектов нашего. Экономиста, бухгалтера. То же самое там будет, обслуживающее, начиная с электрика, заканчивая сантехником, я не знаю кем еще. Даже вот эта обслуживающая организация будет всех завозить. То есть это геометрическая прогрессия. Всегда, хотим мы этого или не хотим. Инвесторы готовы обещать, когда пока не получат площадь, место, не будет определено, они могут все что угодно обещать, что они и делают. Один из таких инвесторов, Гагра, который убеждал парламент и президента, что он сделает то-то, то-то, то-то. В частности, например, один из них говорил, что восстановить наш причал, там 100 с лишним миллионов. Мне президент показывал, да, все, документацию, все сделано, уже 4-5, сами видите, в каком состоянии причал, никаких вложений нет, ничего нет, так и будет всегда. Ни у кого, ни у инвесторов не бывает лишних денег, особенно у инвесторов. Лишних денег не бывает, они знают, куда вложить и как нас обмануть тоже. Совершенно недавно общество наше очень болезненно восприняло историю с ограждением вокруг Народного собрания, да, парламента Республики Абхазия. Я хотела бы знать ваше мнение. Как вы относитесь к тому, что вот депутаты огородились вот так вот от своих избирателей, и не только депутаты, но в данном случае депутаты тоже? Сколько у нас этих событий было, когда и люди собирались, мы шли в гущу людей, мы разговаривали с людьми. Могли быть и оскорбления, могли быть и непонимания, но мы разговаривали с людьми, мы выходили к ним, никто нас не бил, никто нас не убивал. Ну, я считаю, что для Абхазии это отгородиться от своего народа, это, не знаю, даже как назвать, я не знаю. Сейчас даже заборы начали строить трехметровые, так что, к сожалению, мы отгораживаемся друг от друга, а так мы можем потерять и свое общество, а дальше, к сожалению, и все остальное. Я отрицательно, очень отрицательно к этому отношусь. Если депутат не может поговорить с теми людьми, которые могут прийти туда, допустим, ну тогда как его народ избрал? Он же народный избранник, он должен говорить. Чего только не переносили, но никак не отгораживались от людей. Мне кажется, что вот постановка вопроса «депутаты огородились» здесь не совсем. Здесь даже мы же слышали сообщение о том, что депутатов никто не спрашивал, представители парламента обращались к ВСО, но им сказали, это наша функция, не ваша забота. То есть здесь они стали заложником этой ситуации, мне так кажется. Мы понимаем все, что если эти законопроекты будут вынесены на сессию, то очередной виток напряжения в обществе нашем может быть. Вот какие меры сейчас нужно предпринять? Что нужно сделать, чтобы как-то повлиять на ситуацию, повлиять на тех людей, которые намерены принять те или иные решения? И в будущем, может быть, законодательно, может быть, какие-то законы принять, которые бы не позволяли принимать подобные инициативы. Вы знаете, ну вот недавно как-то меня тоже по телефону, правда, я общался, когда внесли новый законопроект о изменении в Конституции, где, по-моему, должность премьер-министра. Но я прямо сказал, что я категорически против этого. Менять надо систему. Менять надо систему, одного человека поменять, или там с ним вместе уйдут, может быть, пару вице-премьеров, это абсолютно ничего не даст. Вот то же самое я вам скажу, надо менять систему. Давно я это говорил, но, к сожалению, в нашем обществе больше тяготеют к тому, что вот должен быть один человек, который всем может руководить, хотя мы видим, что это не всегда у нас удачно получается. Мы привыкли к тому, что люди на сходах определяли серьезнейшие судьбы народов. Поэтому почему мы не переходим к другой форме выборов депутатов, к другой форме правления, когда выигравшая партия будет представлять свое правительство, уже не один человек как бы отвечает за все эти дела, наверное, будут люди рядом с ним, которые скажут: извини, Валерий Ильич, ты здесь не прав, здесь
по политике нашей партии надо так. То есть мы должны более коллективному методу управления государством перейти, а то, что сегодня есть, ну, извините, это царь, Абсха, да? По большому счету, по Конституции, это царь, просто написано президентом. Все у него в правах. И, к сожалению, никто из тех, кто был избран президентом, но серьезных изменений, серьезной реформы, к сожалению, так и никто не сделал. Это очень жаль, потому что наше общество должно развиваться. Не делая... Мы понимаем, почему эта Конституция, Валерий Ильич, мы принимали с вами эту Конституцию, время какое было, тогда надо было решительные, четкие, быстрые действия. Должно было быть единоначально. Но сейчас уже время другое, и мнение, наверное, общества более имеет вес, должен иметь вес, по крайней мере. Конституцию, когда мы принимали, это она очень была продуманной. Через многие руки в Москве, через руки крупных специалистов, юристов, и которые к нам доброжелательно относились и так далее. В общем, довольно продуманно была составлена наша Конституция, где по этой Конституции, значит, есть сильный президент, есть сильный парламент. Даже парламент сильнее, чем президент, потому что оно имеет право предъявить импичмент и недоверие к президенту. А он не имеет права... И это Владислав, Царство Небесное, и друзья, все это было сделано умышленно. Так. На самом деле, я считаю, что это было очень удачно нами это сделано. А сейчас люди предлагают, чтобы мы начали его менять по статьям, по главам и так далее. Мы только можем ухудшить. Вряд ли мы лучше что-то там внесем. Я об этом глубоко убежден. Да. А другое дело, что у нас вне Конституции этих законов есть другие законы, которые по другим правилам применяются и пользуются людьми. Это деньги, подкуп, все что угодно. Но в обход Конституции, в обход наших законов и проблем нашего народа. В комиссию по демаркации границы, да, российско-абхазскую комиссию, сейчас вы находитесь в этой комиссии, что вам известно, как там развивается ситуация? Ну, вы знаете историю этого вопроса. В прошлом мы дошли до того, что, во-первых, собрали и та сторона, и эта сторона, собрали все документы, материалы, касающиеся данной проблемы. Все было уже практически разложено по полкам, всем все было ясно. Вот. В конце мы протокольно зафиксировали, что до принятия решения на большом уровне, высоком уровне президентов, значит, стороны не будут принимать какие-то односторонние действия. Это касается только села Ибга небольшого, да, там 394 или 404 по разным этим самым гектарам. Остальное все уже было запротоколировано, я тоже член комиссии. То есть, да, остальное все было уже как-то четко определено. Единственный вопрос, вот как Ильич сказал, вот это село не принимать никаких действий до политического решения. Однако российская сторона построила мост, висячий мост, прямо напротив этого поселка. А то мост есть, через который на машинах можно проезжать, и на ниже там наш пост, пограничники там стоят. Вот. И когда стало ясно о том, что мост уже готовы открывать, мы возмутились, естественно, и начали искать в конце, кто разрешил, на каком основании. Один на другого накладывал, и с президентом, со всеми службами, и с ГБ, пограничной службой, со всеми. Но в конце практически мы не смогли найти. Теперь, значит, что прошло, то произошло, то уже произошло. Мы думаем, раз другая сторона нарушила, то давайте мы ответ сделаем таким образом.
на нашей стороне откроем пост, да, зафиксируем себя, свою сторону, как хозяин положения на этой стороне, не, и будем контролировать проход. На этом мосту, Да. на этом мосту? Да, вот. Но то снег мешал, то дождь шел, то солнце слишком грело, не смогли туда поехать и вот там устроить этот пост. До сих пор это делают. И когда мы начали очень назойливо требовать, то решили распустить нашу комиссию во главе с председателем. Да. Распустили, некоторое время вообще не было комиссии, потом заново создали. Вот. Все новые, за исключением троих, которые я очень умолял, чтобы их включили, потому что кто-то должен быть знать историю вопроса и там владеть этими документами и так далее. Ну, включили, слава богу, Дебара, он был мой заместителем, человек грамотный и так далее. И наш председатель комитета по геологии, картографии, очень троих туда включили, да. Ну, там сейчас и депутаты некоторые тоже, являющиеся членами комиссии и так далее. Уже несколько раз провели встречу. Я думаю, что правильно, я тоже как-то советовал, они тоже к этому пришли. Сначала давайте проведем демаркацию границы от абхазо-грузинско-российской границы, то есть начнем с верховья Ингура и пойдем дальше, дойдем до Аибки, а если у нас опять не получится, пойдем ниже и вернемся опять к этой Аибке. Идут разговоры, что помните вот этот вопрос, когда чуть ли не над Аватхарой сидели российские пограничники, там 15 тысяч квадратных или сколько было? Но это мы сняли. Мы убрали, тогда этот вопрос полностью был убран. Да. Сейчас говорят, что этот вопрос опять поднялся. В повестке дня, насколько я Если мы так будем действовать, еще хуже, другие более тяжелые вопросы. Мы это убрали. А Абхазия ликовала, если помните, от того, что мы это смогли убрать. Это не так просто было сделать, конечно. Но я думаю, что это перспективно, если даже кто-то об этом говорит. Но, не знаю, я от членов комиссии я не слышал пока, не знаю. Парламент встает перед необходимостью рассматривать и принимать вот и этот проект по апартаментам, и там еще и другие законы, в том числе по инвестиционной деятельности. Вот вы, как бывший спикер, какие бы слова подобрали к депутатам, чтобы вы им сказали вообще? Трус не играет в хоккей. Человек должен иметь свое мнение, человек должен опираться на мнение его избирателей, он избран людьми, и должен, естественно, их чаяние, как бы, должен иметь свое мнение о своем государстве, о развитии своего государства, о своем народе. Но не думаю, что там одни враги народа сидят, я думаю, что там нормальные ребята, которые смогут сделать определенные выводы. Если парламент наш захочет, то любой вопрос снимется обсуждение или же внесет необходимые поправки и закон, чтобы он был полезным для общества и так далее, чтобы люди могли поверить в обоснованность этой проблемы. Вот я как депутат, бывший, там, старший и участник каких-то наших национально-освободительных дел, мы видели всякое в нашей жизни. Я хотел бы вообще обратиться к ним, чтобы, несмотря они там из оппозиции или там поддерживают там президента, и кто бы они ни были, они депутаты абхазского народа, народа Абхазии, они должны ответственно относиться к этому вопросу, невзирая на лица. Это президент, премьер-министр, кто бы ни был. Потому что это коллективный разум, они должны более ответственно относиться к этим вопросам. Никакие ранее утренних этих заседаний не должно быть, все должно происходить ясно, четко, уверенно люди должны вопросы решать и принимать необходимые решения. Это для меня очень важно. Я надеюсь, что наши депутаты поймут, о чем вообще речь идет. Я просто как гражданин скажу, что очень, и как журналист, я слежу за работой парламента. Мне кажется, что после
декабря прошлого года очень много изменилось в парламенте. Уровень ответственности нынешнего созыва парламента на данном этапе не уступает всем предыдущим созывам. Такой какой-то вот такое у меня вот ощущение. Да, я надеюсь, что это будет так. Они практически проходят испытания здесь, испытания. Процесс. Спасибо большое нашим спикерам. И единственное, что мы хотим, что мы можем вам заявить, мы будем стараться для того, чтобы вот на этой площадке были интересные спикеры, чтобы они, может быть, даже в ближайшее время мы постараемся, если эти документы уже официально поступили в парламент, мы будем стараться пригласить сюда депутатов парламента, чтобы они уже не просто в комитетах парламента обсуждали данный законопроект, а ответили бы на ваши вопросы, пообщались бы через вас, через нас, со своими гражданами, проинформировали бы, как они это видят, какие есть опасения, какие есть плюсы, какие есть минусы. Это будет для всех нас полезно. Ну и это и требования закона, все эти важные законы, они должны, проекты законов должны пройти общественную экспертизу, так как через СМИ, так же, как и через общественную палату, и через другие институты. Спасибо вам большое.